Всем привет, дорогие друзья! С вами снова я, Дмитрий. Помню в детстве, буквально вот лет, наверное, 20 назад, на площади Арата всегда ходили пешие патрули ППС, в таких серых формах. Милиция ходила всегда, в парке ходила, по берегу Енисея ходила, на центр Азиха. Всегда по всему городу всегда ходили ППСники, мы их называли. Мы вот с пацанами гуляли, нас всегда останавливали, обыскивали нас. Ну, молодые, маленькие парнишки были мы. То есть вот сейчас такого нет. На площади Арата, напротив театра, всегда стояла машина милиции. ГИБДД, ГАИ, помните? Помним, да. Вчерашний страшный случай. Возможно, если вчера были бы там патрули пешие, возможно, этого не произошло бы. Этот человек, который это совершил, ну, человек ли он, я не знаю, просто какой-то урод. Он был при виде полиции, возможно, так не поступил бы. Вот. Все мы помним, что раньше были патрули. Сейчас такого нет. Я никоим образом сейчас не хочу вас критиковать МВД. Там работают люди умнее меня, дальновиднее меня. Я думаю, что они свою работу лучше меня знают. Вот это просто наблюдение простого жителя. Раньше было больше ППС. Патрулей тоже было больше. Я вот помню, пацаном себя помню, всегда гаишники даже гоняли постоянно правонарушителей. Сейчас этого вообще мало. То есть, как бы, органы ГИБДД — это отдельная история. Это просто вот, это больная тема. На каждую машину ГАИ не поставишь, сотрудника не поставишь. Ребята работают. У меня там есть знакомые, они знают. Я вижу их работу. То есть проблема в нашем обществе, в нашем воспитании, в нашем отношении к жизни, к обычным вещам. С прошлого моего выступления, я знаю, хотя бы 3 человек мне написали, позвонили, сказали: Диман, мы тебя послушали, мы теперь пристегиваемся, и детей своих. Для меня это победа. Спасибо, хоть кто-то меня услышал, я очень рад. Хоть 3 человека, они услышали меня. Проблема алкоголизации населения, этот многострадальный наш Арбат, пристанище бомжей, пьяниц. Вот недавно услышал, что региональное правительство все-таки перенесет этот рынок на окраину города. Шикарное решение, я думаю, что оно давно назрело. Вот. Как быть с алкоголизмом? Борьба с бутлегерством, продажа его до 3 часов никакого результата не дает. Вот. Может быть, у наших властей есть хорошее решение этой проблемы. Вот. Как раньше было, вот с этими алкоголиками боролись в СССР. Была даже статья за тунеядство. Может быть, надо вот этих вот не приносящих государству никакой пользы людей просто отправлять, валить в лес на принудительные работы. Женщин, которые страдают, так сказать, этим недугом, алкоголизмом, насильно просто стерилизовывать, чтобы они не рожали несчастных детей, которые потом погибают. Как вот поступить, как вы считаете? Я думаю, сейчас меня многие раскритикуют, скажут: ты кто такой? Ну да нет, ребята, я такой же, как вы, простой человек. Просто я вот смотрю, и мне страшно за свой народ, за свою республику. Очень много блогеров у нас появилось, которые там трясут своими голыми задницами. Какой они пример подают подрастающему поколению. Вот. Налицо все западные вот эти ценности пропагандируют. Я думаю, что, ребята, вы сами себя узнаете, кто вы такие. Знаете, что я вас осуждаю. Нельзя так делать. Вот. Проблема алкоголизации. Повторюсь. Дорогие друзья, давайте уже ценить свои жизни. Как-то вот. Я понимаю, что от этого это не искоренить. Но вот как-то вот ценить, подходить к этому с умом. Если не умеете пить, не пейте. Мне позвонили сегодня с Москвы. Мои коллеги сказали: Диман, что там у тебя происходит вообще? Мы посмотрели видео, там девушку зарезали. Страшно просто, говорит. Ну вот, такие вот правда жизни. Я думаю, что сотрудники следственных органов
найдут виновных, и дело будет оглашено публично. Потому что это ненормально. То есть главная площадь нашей республики, там буквально в 15 метрах от правительства происходят такие страшные вещи. Скоро День молодежи. Мы пригласили артистов известных. И большая просьба к органам организовать, принять все меры, чтобы такого не повторилось. На стадионе Хюреш будет дискотека, там 90, что-то такое вот. А стоит ли вообще проводить эту дискотеку, я не знаю. Вот. Такое творится в республике. В парке кто-то утонул недавно. Ребенок кого-то застрелил. В ДТП гибнут люди, наши соотечественники. В том страшном ДТП, оказывается, где погибли 6 работников медицины. Виновник ДТП был без прав, недавно освободившийся с мест лишения свободы. То есть, вот. Я понимаю, что на каждого ГИБДД сотрудника не поставишь. Проблема в обществе, в нашем отношении к простым вещам. Все так же никто не пристегивается, превышает скорость. Я каждый день за рулем, живу за городом. Ни для кого не секрет, я ни от кого не скрываюсь. То есть я вижу это. Выезжают на встречку. То есть просто ни за свою, ни за чужую жизнь никто не боится. Особое внимание хотелось бы уделить все-таки, да, проблеме ДТП. Уважаемые водители, давайте, в очередной раз вас призываю, давайте соблюдать правила. Они же написаны кровью. Я повторюсь, но это правда. Так и есть это. Вот. Надеюсь, меня услышат. И в скором будущем мы увидим, что на площади Арата всегда дежурит пеший патруль. На центре Азии всегда есть пеший патруль. И в городе всегда ездят сотрудники полиции и патрулируют такие вот злосчастные места. У меня все. Спасибо за внимание.